Минэконом.Коми обсудит с Яндексом проблемы сыктывкарских таксистов. Зампредседателя правительства Коми и руководитель профильного ведомства Эльмира Ахмеева встретилась с таксистами и председателем Коми республиканского отделения опоры России Игорем Киселевым. Вместе они обсудили дальнейшую работу такси в регионе. Напомним, 6 декабря часть сыктывкарских извозчиков устроила забастовку. Они не согласны с новыми условиями сервиса Яндекс.Гоу. Подачу автомобиля увеличили с 2,7 километра до 3,6, а минимальную стоимость поездки снизили до 59 рублей. Сейчас вот увеличили среднюю подачу, за которую теряешь активность, до 3,7 километров. Для нашего города это с одного конца города в другой конец. Я говорю, я стоял в орбите в одном конце города. Мне кидают заказ с нижнего части центра, это Ласточкино гнездо, 3,7 километров. Я теряю 3 активности. С одной точки города в другую, противоположную. У меня машина ест 15 литров на сотню. 7 километров в среднем, вместе с клиентом, получается, в среднем. Получается литр бензина я трачу на этот заказ. 50 рублей. Минус еще комиссия, 14 рублей. У меня остается 12 рублей заказа. Это мне что, сколько? Чтобы 1000 в карман чистыми положить, ничего, 100 заказов делать в день. Это вообще сутками просто не вылазит. Напомним, в 2018 году между Яндекс.Такси и Министерством экономического развития и промышленности республики было заключено соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Коми. Вот и сейчас Эльмира Ахмеева на встрече акцентировала: важно прислушаться к проблемам водителей и установить единые правила работы на рынке таксомоторных перевозок. Еще одна задача – это продолжить защищать права легальных перевозчиков. В итоге участники встречи решили в ближайшее время провести совместное совещание в формате ВКС с представителями Министерства, региональных перевозчиков и Яндекс.Такси.